С нами на связи режиссер и актер, сыгравший главную роль в этом фильме, роль отца, Ахтем Сейтаблаев. Доброе утро, Ахтем. Доброе утро. Расскажите, как все прошло, как принимал зал? Ну, да не покажется вам некой бравадой, но зал на самом деле принимал очень хорошо. Во-первых, он был полон, ну, что не удивительно, в принципе, для Каннского кинофестиваля, потому что практически все фильмы проходят при аншлагах, вот, в том числе и наш. Это был зал Дебюсси, один из лучших залов Каннского кинофестиваля. Около 1000 зрителей. Вот, и принимали очень тепло. Ну, наверное, свидетельством тому есть... Я уж не считал, сколько минут аплодировали стоя, но принимали очень тепло, и потом подходили очень многие люди. Благодарили за фильм, благодарили за историю. Вот, поэтому прием был очень хороший. А как вы сами для себя объясняете, о чем этот фильм? Он во многом и о том, про что сказала моя уважаемая коллега Елена Косенко. Абсолютно. Это история, которая, она по-своему вечна, потому что конфликт отцов и детей, потому что возвращение к себе, потому что, наверное, нет ничего более фундаментального и главного для каждого человека, чем вернуться к таким взаимоотношениям или построить такие взаимоотношения между самыми родными людьми, при которых не страшно открываться, при которых не страшно доверять, при которых не страшно возвращаться к своей боли, к своим радостям, к тому, что мы называем, то, наверное, ради чего мы и живем, ради любви. Не бояться возвращаться к словам «да», ничего сверх такого оригинального, может быть, и не сказано в этом фильме, но, тем не менее, наверное, это и делает такого рода истории интересными и понятными любому человеку в любом уголке земного шара, потому что они о самом главном. Но это была история в современном контексте, в контексте агрессии России, в контексте антитеррористической операции. Это немаловажная часть, скажем так, да, это тот бэкграунд, который достаточно серьезно влияет на эту историю, но на территории этого фильма это так, но переместить эту историю в античные времена мало что поменяется. Переместить эту историю в будущее тоже мало что поменяется. Я имею в виду в контексте того сюжета, взаимоотношения отцов и детей. Вот современный контекст удалось донести до понимания зрителей каннских, как вы считаете? Тот, кто хотя бы маломальски наслышан о том, что происходит в Украине, о том, что у нас война с агрессором, с Россией, да. Но никто не тешит себя надеждой, и мы еще судились, как много нужно и как постоянно нужно делать все для того, чтобы на Западе знали, что на самом деле здесь происходит. Потому что достаточно часто, и в том числе в контексте фильма «Додому», я слышал такие реплики, что хотелось бы, чтобы на территории фильма было больше разъяснений о той ситуации, которая сейчас происходит, о том, из-за чего погиб Назим, что это, что Россия, собственно говоря, воюет с Украиной, а Украина защищается. Поэтому, мы же не очень сильно интересуемся тем, что происходит, например, в Никарагуа. Вот примерно такая ситуация, и у обыкновенного зрителя, скажем так, который не отягощен не информацией, и который не так много доходит до него с Украины, о том, что на самом деле здесь происходит. Вот. Поэтому как-то так. Есть зрители, которые интересуются ситуацией и очень четко связывают этот политический контекст или подтекст фильма в том числе. А есть те, которые смотрят это как, такую, как библейскую притчу. Вот. И поэтому то, что война по касательной, с одной стороны, очень завязанный сюжет, собственно говоря, старший сын не погиб-то из-за того, что война, и погиб на войне. Вот. И упоминания на таможне и по радіо, внутрі кадра. С одной стороны, для обізнаної людини цього достатньо,
для того, хто не володіє інформацією, для цього замало. Ну, вот так, приблизительно. Как вам работалось с Нариманом Алиевым? Отлично. Я, знаете, когда получил сценарий, мне предлагали другую роль в этом фильме. Вот. И я по роду своей деятельности читаю достаточно много сценариев. И когда я прочитал этот, я его прочитал сразу. Первое, что меня заинтересовало, это, собственно говоря, имя, фамилия Наримана и Марыси Никитюк, которую также знаю. Вот. И мне стало чрезвычайно интересно, что же эти молодые люди написали. Прочитал, ну, что называется, за один присест тут же перезвонил ассистенту по актерам и сказал им: ребят, передайте, пожалуйста, Нариману, что я хочу попробоваться на другую роль и готов приходить на пробы столько, сколько нужно. Скажу откровенно, это было впервые в моей жизни. Вот. И я, ну, скажем так, окончательно поверил в то, что режиссер знает, чего он хочет и умеет этого добиваться, когда первый раз пошел в репетицию, еще до съемочного периода. И потом для меня было, ну, совершенно, абсолютно никакой не проблемой вообще в съемочный период не подходить к монитору, потому что, с одной стороны, я абсолютно доверял этой команде, и Нариману, и Антону Фурсе, оператору-постановщику, да и всей замечательной команде, которая работала над этим фильмом. Влад Дуденко, художник-постановщик. И с другой стороны, ну, не хотелось создавать дискомфорт, хотя бы малейший Нариману, потому что, будучи его коллегой, чуть-чуть старше, мне не хотелось нависать, чтобы он вообще не ощущал никакого там, ну, хотя бы даже эмоционального давления там, со стороны, ну, скажем так, режиссера, который снял чуть-чуть больше фильмов. Вот. И я рад, что это именно так случилось, потому что Нариман перфекционист, потому что он человек, способный слышать, слушать, отзываться. В нем вибрирует все то, что вибрирует во мне, и тема Крыма, и тема отцовства, и тема возвращения к себе, и к своим истокам, я имею в виду не только географическим, да, а к тому, о чем мы с вами вначале говорили, о том, что как важно не закрываться, о том, как важно доверять, о том, как важно говорить родным людям о том, что мы их любим. У вас есть информация о том, когда мы сможем увидеть фильм в Украине? Когда будет премьера, знаете? Ну, предположительно есть. Вот, например, президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигибко у себя на странице Facebook позавчера написала, что фильм «До дома» будет на Одесском кинофестивале. Думаю, что в прокат, наверное, тоже этим летом выйдет фильм. Ну, я так думаю.